Алексей Эдуардович, считаете ли вы себя героем? Ни в коем случае и никогда не считал. Я просто делаю свою работу настолько, насколько я могу ее делать. То, что воспринимается со стороны, может оцениваться как угодно. Но, с другой стороны, я тебе скажу такую штуку, что любой героизм – это исправление чьих-то ошибок. В основе любого подвига или того, что мы потом можем назвать геройским поступком, практически всегда лежит чей-то очень серьезный прокол. Если у самолета остановились двигатели, и герой-летчик посадил его без двигателя, это значит, что какой-то очень нехороший человек либо неправильное топливо в машину залил, либо его не долил, либо что-то сделал с двигателем не то, и когда двигатель остановился. Просто так моторы не останавливаются. Вы писали сценарий для фильма «Салют-7». Считаете ли вы, что главный герой этого фильма совершил подвиг? Ты знаешь, сами главные герои этого фильма, а я знаю тех людей, чьи судьбы лежали в основе этого кино, и с ними очень дружу, и с Владимиром Александровичем Джанибековым, и с Виктором Петровичем Савиныхом, они то же самое говорят, что мы никакого подвига не совершали, мы просто делали свою работу. По сути, они спасли страну от войны. По сути, они сделали невозможное. Они сделали практически невозможное, но они это сделали. Сами они говорят, что мы просто выполнили свою работу. Ну да, если судить по фильму, то сделать подобные вещи в космосе практически нереально. А больше никто такого и не смог сделать. Да. Теоретически и практически это вообще никак. Ну, как видишь, теоретически было невозможно, а практически получилось. Они сделали. Они это сделали. И когда весь Центр управления полетами, а у нас на хроникальных кадрах это есть, встал и стоя аплодировал космонавтам, которые пристыковались к неуправляемому объекту, нашли его на орбите. Ну, правда, иголку в стоге сена найти. Да, это действительно чудо какое-то сделали. Ну, ты понимаешь, чудо любое основано на очень высоком профессионализме. Ведь когда врач пересаживает сердце пациенту, все говорят, это чудо. Но сколько лет он тратит на то, чтобы освоить способы пересадки сердца. Сколько исследований проведено, чтобы сердце совпало, новое сердце совпало. Сколько лет человек ждет, чтобы группа крови, резус-факторы, все предлагаемые обстоятельства этого сердца совпали. Это действительно случай один, условно говоря, там, из 100 тысяч. Но он находится, и тогда включается в дело профессионализм, и человек остается жив. Вот вы сделали совершеннейшее чудо, когда вы сделали газету. Совершеннейшее чудо. Когда вы слышите, когда вы это свое услышанное, ощущенное, пойманное от запахов, от движения, от прикосновения вы перекладываете в слова. Для меня это чудо. А вы это делаете, потому что вы так научились это делать. Ведь чудо – чудо, но факт – факт. Это как пазл. Да, но для этого надо многое знать, многое уметь, преодолеть себя, узнать, услышать. Ведь когда мы говорим о том, что у человека слабовидящего есть фантастическая совершенно особенность видеть пальцами, ощущать пальцами. Вот вспомни, как я вам рассказывал, как стартует ракета. Мы с вами разговаривали руками, и мы понимали друг друга. И это другой способ общения. И когда вы этот способ общения еще умудряетесь переложить в бумагу, сделать Брайля, которого читаешь руками, возникает другое общение. Чудо – чудо, факт – факт. Как вы считаете, что можно назвать героизмом в мирное время? Ты знаешь, героизмом в мирное время можно назвать постоянную работу, которую ты выполняешь. Люди, которые умудряются удержать себя, не срываться, не реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства и по-честному делают свою работу. Они достойны всякого уважения, они достойны восхищения, потому что каждый день делать свою работу – это в сегодняшнем дне, в изменяющихся предлагаемых обстоятельствах, это уже подвиг. И это не героизм даже, наверное. Знаешь, есть такое выражение – делай, что должно, и будь, что будет. И вот тех, кто делает, что должно, их почему-то со временем становится меньше. Но когда таких людей много, тогда жизнь движется и меняется к лучшему. Так что обычный героизм – это просто по-честному жить
в наше изменяющееся время, когда масса вещей покупается и продается независимо от социального статуса, вероисповедания, конфессиональной принадлежности. В общем, независимо от всего, мир меняется, и причем стремительно. И меняют его люди, которые делают свое дело. Вот ты знаешь, вот ты сказал военный корреспондент. Я скорее корреспондент, который работает на войне. Я не принадлежу каким-либо родам войск. Я корреспондент, который рассказывает о людях, оказавшихся в ситуации войны, о людях, оказавшихся в сложной ситуации. Я не снимаю кино про космос. Я снимаю кино про людей, которые работают в космосе. Я не снимаю кино про самолеты. Я снимаю кино про людей, которые придумывают самолеты и летают на самолетах. То есть это немножко другой подход. Военный корреспондент и корреспондент, работающий на войне. Ну да, мы привыкли таких людей называть военными корреспондентами. На самом деле мы самые обычные корреспонденты, которые работают в экстремальной ситуации. Просто надо поменять местами слова, вот и вся. Нет, надо местами поменять смыслы. Вообще все менять надо местами, чтобы понять, что такое корреспондент, работающий на войне. Это сложная работа. Это сложная, но иной раз побывать в этой обстановке. Ты понимаешь, кто-то же должен это делать. Кто-то должен. Да, кто-то должен. Плюс ко всему прочему, я тебе скажу такую штуку. Не все могут это дело в силу своей душевной организации, психологической организации. Не все могут это вынести. Война на всех действует по-разному. Она вытаскивает все самое лучшее, все самое худшее. Война штука очень жестокая. Ну да. В Великой Отечественную войну тоже люди работали, есть даже памятник операторам, работающим на войне. Вот он сейчас будет открываться возле Российского архива кинофотодокументов. Там будет памятник операторам, работавшим на войне. Наших операторов советских было приблизительно 300 человек. И многие из них погибли, выполняя свою работу. Потому что они должны были зафиксировать тот ужас, который называется война. И 5 декабря был юбилей фильма «Битва под Москвой», который первый в истории кино получил Оскара, высшую киношную премию за документальный фильм. И этот фильм как раз впервые всему миру, тогда же не было телевидения, тогда не было интернета, это был 41 год. Так вот, 5 декабря 41 года этот фильм вышел на экраны, и люди, которые не понимали, что происходит на войне, увидели ее ужасы, снятые на кинопленку, и увидели, что врага можно бить. И что с этой жутью, которая называется фашизм, с этими наступающими полчищами можно бороться, и их можно уничтожать. И фильм обошел весь мир. И он доказал людям, что они могут победить фашизм. И он стал той стартовой точкой, с которой пошли эти наступления. То есть кино сыграло колоссальную роль в жизни тех, кто оказался на войне, тех, кто был рядом с войной. Да, вот, казалось бы, кино и такая вот поддержка, которая помогла, так сказать, победить фашизм. Да. И можно даже сказать в открытую кино. Да что кино? Создателям этого фильма спасибо за мирное небо над головой в прямом смысле этого слова. Абсолютно прав. А как мы делали, как наши коллеги делали ежедневные новости с фронта, и на заводе делают самолет, у него есть бортовой номер, на нем пишут буквы «За Родину», и потом этот самолет появляется в кино, и люди, которые приходят в кинотеатр, видят этот киножурнал, видят, как их самолет бьет врага. И они опять идут к станку, и они понимают, что они делают дело. И летчик, который летает на этом самолете, в кадрах говорит им спасибо за хорошую машину. Это тоже подхлестывает людей. Это те эмоции, которые помогают в очень сложной ситуации работы по 24 часа в сутки выжить. Так что кино в этом смысле делает очень серьезные дела. И делало во время Отечественной войны особенно.